Ассаламу алейкум, экраналдагы көрерменлер. Эфирда Казахстан уйгурлар каналы хәбәрләр программасы. Ассаламу алейкум, дорогие зрители. Вы смотрите программу новости на канале Казахстан уйгурлары. Предлагаем вашему вниманию новости и анализ материалов о жизни уйгуров Казахстана. С вами ведущий блока новостей Шахниза Азкызы и Равиль Нариманов. Здесь делают честные новости. Әкімдік айының отырысында Талғар нахиясы Бесағаш езісті жұт ақсақаларының башқосшы болып өтті. Оныңға кеңеш жазалар білен білі Аллахида тәкліп қылынған бір түркі мехманға қатнашты. Толығырақ сюжетті. Талғар нахиясы Бесағаш езісті жұт ақсақалар кеңешінің башқосшы болып өтті. Оныңға кеңеш жазалары білен білі Аллахида тәкліп қылынған бір түркі мехманлар қатнашты. Шығынға рәсәтчілік қылған Талғар нахиялық жігіт башлары кеңешінің рәйсі Октябрь Құрбаниязов дәсләпке сөзіне Бесағаш еза округының хакимі Ернар Жүнісовқа бәрді. Хаким өз нұтқыда дөләт рәхбері Қасым-Жомарт Тоқаевның қазақстандықтарға жолыған мәктөбіде алғы қойылған вәзіпелер хақыда етіп өтті. Бәріміз тиісті отношенияларымыз бәрі тұрақты ауылда. Андын сөз нөтіне алған Низа ақсақалар кеңешінің рәйсі Шәбден Ноғайбаев, Жұмхуриетлік ұйғыр авазы кезінің баш мұхәрірі, Қазақстан халқы ассамблеясының әзасы Ершат Әсмәтов, Туран Дүниясы Жәмиятлік фондының рәйсі Халықара Түркия Халықлар ассамблеясының әзасы Карлин Мәхбіров, Бесағаш езісінің чоң жігітбеші Әхмәтжан Ахмулаев, Славян, Түрк, Құрд халықларының вәкілдері вә башқалар мәктеп бойынша өз пікірлері білен ортақлашты. Наттықлар шындақла кейінгі айда өткізілдіған Қазақстандығы атом электр станциясын селіш бойынша Жұмхуриетлік референдумға һәмінің бір кішіде қатнашып, қолап қуатлаш лазымлығыны Аллахида тәкітледі. Мәскөр башқосшыға шындақла айрым Жұмхуриетлік, вилаятлік газетларының журналистері қатнашты. В преддверии нового учебного года в рамках республиканской акции Ассамблеи народа Казахстана Совет уйгурской молодежи города Алматы, Ауэзовский уйгурский этнокультурный центр провели благотворительную акцию «Мектепке жол» в школе номер 153 города Алматы. Жанан фондының азалары Абай намытке Қазақ Милли университетінің уйғур бөлімі студентларға хамилық көрсетішіне давамлаштырмақта. Союз жигит-пищи города Алматы организовали выезд в зону отдыха. На мероприятие смогли приехать около 100 жигит-пищи и более 20 гостей. Праздничного мероприятия, посвященного Дню отдыха жигит-пищи. Председатель Союза жигит-пищи. Хабилова Аиша деген мынасыңыз. Среди приглашенных гостей были Толкунтай Абдухилил, председатель Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана, Исак Лахманов, зампредседателя городского уйгурского культурного центра, Ярмамет Кабиров, председатель Совета Аксакалов при Республиканском этнокультурном уйгурском центре, Турган Юсупов, председатель Алатауского уйгурского этнокультурного центра, Кахарман Кожамбердиев, Рахматжан Кожамбердиев, Октябрь Курбанязов, Имит Тухтахунов, Заиндин Гожахметов и другие. Двадцать 7 августа председатель общественной организации Республиканский этнокультурный центр уйгуров Казахстана Долкунтай Абдухилил вместе с коллегами по Совету Аксакалов Ассамблеи вручили рюкзаки с канцелярскими принадлежностями 260 ученикам городских школ. Мероприятие проходило в школе-гимназии номер 144 Алмалинского района.
В данной благотворительной акции приняли участие ученики Салмалинского, Медеуского, Пустандекского, Ауэзовского, Алатауского, Жетсуйского и Турксибского районов города Алматы. Всем учащимся вручили рюкзаки с полным комплектом канцелярских принадлежностей. Жигримдинчи сентябрь күні Уйғур нахиясының мәркізі Чонджисыда Кентал Исламовқа бағышланған футбол турнире болып өтті. В Уйгурском районе Алматинской области прошел ежегодный турнир по футболу, посвященный памяти общественного деятеля Кентала Бакировича Исламова. Долгожданный момент. Все команды очень хотели выиграть основной приз. Это чемпионом 4-го, теперь уже будем говорить традиционного турнира памяти общественного деятеля Кенталь Бакировича Исламова стала команда «Бойцы». Она приглашается. В турнире приняли участие 8 команд из Алматы, Алматинской и Жетсусской областей. Почетным гостем турнира стал серебряный призер Олимпийских игр Нариман Курбанов. Поддержку. Просто я захожу на стадион и вижу эти счастливые лица. Особенности наших детей, которые смотрят на меня, на мои достижения, на наши достижения. И хотят также добиться успеха в жизни, в спорте. И меня это очень радует. Компания «Тамикен Агро» и семья Исламовых подарили олимпийскому призеру автомобиль. Нариман, этот автомобиль, мы, в принципе, смотрели всем автомобили, которые у тебя сейчас есть в твоем гараже. Мы поняли, что этого автомобиля нету. Специально под цвет глаз твоей невесты. Поэтому это подарок от нас, от нашей компании «Тамикен Агро», от нашей семьи Исламовых. Это, конечно, скромный такой человек. Вот. Это человек, который довел своего сына до Олимпиады. Да. Это он в 5 лет его привел в зал и сделал из него олимпийского чемпиона. Естественно, фамилия его Курбанов. Звать Хусанжан Шарипович. Вот. И Тренеру спортсмена Хусанжану Курбанову вручили элитного скакуна. Ого! Молодец! Удержался на коне. Молодец! Так. В городе Алматы прошло торжественное собрание, где видные деятели Казахстана получили звание «Почетный гражданин города Алматы». Одним из награжденных стал видный общественный деятель и меценат Ахмеджан Кашардинов. Звание «Почетный гражданин города Алматы» присваивается члену Ассамблеи народа Казахстана, председателю Совета Аксакалов АНК города Алматы Шардинову Ахмеджану Бакримовичу. Он награжден орденами «Парасат», «Достық» 2-й степени, «Барас» 3-й степени. Принимает активное участие в общественной жизни города. На постоянной основе оказывает благотворительную помощь. Проводит работу по разъяснению в обществе принципов государственной политики в сферах интеграции этносов, обеспечения межнационального согласия. Известный меценат под его руководством АСМК Групп стал локомотивом дорожно-строительной отрасли Казахстана. Более 80% мостов и путепроводов в стране построено из изделий данного завода. Давайте поздравим громкими аплодисментами. В турецком городе Анталия с 13 по 16 сентября проходил Международный фестиваль тюркских народов. На фестиваль со всего мира съехались представители всех тюркских народов. Каждый народ представил свою национальную культуру, традиционную одежду, музыкальные инструменты и национальную кухню. Уйгуры были представлены 2 юртами.
На фестивале приняла участие съемочная группа канала «Казахстан уйгурлары», которые передавали новости непосредственно с места событий. Алейкум ассалям. Всем, кто нас поддержал, всем, кто оказывает помощь и всем тем, кто прибыл непосредственно в Анталию на проведение уже 3-го международного фестиваля культуры и традиций тюркских народов мира. Мы, как уйгуры, принимаем равноправное участие, как один из народов, который играет очень важную роль в истории развития и становления тюркского мира. Yaşavatkan Uygurlarımız, biz şu Kazakistan'da yaşavatkan Uygurlar, cümleden Cumhuriyetlik Uygur Etno Medeniyet Merkezi'nin reisi Dokuday Abdülhalil'in Kazakistan halkı ilindeki Kutay'ın ki esası Uygurluk sayılmaklarının çok sağlam ilgisine geldik. Bugün bana Подробную передачу о прошедшем фестивале смотрите на нашем канале. В эфире был канал «Казахстан уйгурлары» с программой «Новости». Здесь делают честные новости. Эфирді болған Қазақстан уйгурлары каналы хабарлар программасы. Самими хабарлар біздің каналымызда.